В наши дни молодые художники решили отметить день рождения Казимира Малевича повторением мистификации столетней давности. Они заставили осла нарисовать картину хвостом и поместили ее на выставку современного искусства. После того, как такая мистификация была проделана в начале 20 века, для большинства зрителей действительно не было никакой разницы между мазнёй осла и авангардным искусством. В 1912 году художники назвали свою выставку «Ослиный хвост», чтобы максимально возбудить негативную реакцию публики. На этой выставке принимал участие и Казимир Малевич. Я начало всего, ибо в сознании моем создаются миры. Я ищу Бога, я ищу в себе себя. Не найдя в себе начала, я воскликнул. И создал меня Господь по образу и подобию своему, и так я имею теперь представление. О Боге лик его и лик мой носят тождественность. За год до выставки «Ослиный хвост» Казимир Малевич выставил на Московском салоне цикл религиозных картин на христианскую тему, которые он назвал «Серия желтых». Среди этих картин был автопортрет художника в окружении святых. Цензор хотел снять богохульные картины и дал разрешение оставить их только после того, как Малевич прикрепил под ними надпись «Будда». Так они и висели под этим названием к изумлению публики. Отношение к Богу у Малевича было какое-то своеобразно странное, вспоминал один из ближайших друзей художника, Иван Клюн. В Бога он не верил, но и не относился к нему враждебно. У него был, например, такой рисунок. На облаке сидит Бог в сиянии, как подобает ему, и наливает Малевичу в чашку водку из бутылки. В этом эскизе я не почувствовал насмешки, издевательства, сатиры. Совсем наоборот. Ощущается какое-то дружеское, приятельское отношение к Богу. Дескать, ты творец, и я творец. Оба мы творцы. Настоящей религией для Малевича было искусство. Слово «искусство» он всегда писал с большой буквы и считал занятие творчеством призванием каждого человека на земле. Между искусством творить и искусством повторить, любил говорить художник, большая разница. Творить значит создавать новое. И Малевич старался изо всех сил. На одной выставке он показал картину «Корова и скрипка», где корова гораздо меньше скрипки, что не соответствует житейской логике здравого смысла, но соответствует логике искусства. Скрипка для искусства гораздо важнее коровы. Другой раз зрителей привел в шок портрет друга, художника Ивана Клюна в духе кубофутуризма. Сам Клюн изображал Малевича куда более реалистично. Малевичу нравилось эпатировать публику, не желающую понимать новое искусство. Однажды под серией своих картин он написал: «Содержание картин автору неизвестно». В другой раз утверждал, что разум – каторжная цепь для художника, и призывал всех художников лишиться разума. Несмотря на травлю со стороны зрителей и общества, он принимал участие почти во всех акциях русских авангардистов.
Летом 1913 года прошел первый Всероссийский съезд боячей будущего, поэтов-футуристов, где присутствовали всего 3 человека. Изобретатель заумного языка поэт Алексей Крученых, сочинитель неведомых до него музыкальных гармоний музыкант Михаил Матюшин и создатель беспредметного искусства Казимир Малевич. На съезде они заявили следующее. «Мы собрались, чтобы вооружить против себя мир. Пришло время устремиться на оплот художественной чахлости, на русский театр и решительно преобразовать его». 3 декабря 1913 года в Петербурге состоялась премьера футуристической оперы «Победа над солнцем». Либретто написал Крученых, музыку Матюшин, костюмы и декорации Малевич. Постановка вошла в историю не только отечественного, но и мирового искусства. Именно в этой постановке впервые в качестве сценического задника появился образ черного квадрата, который художник не забудет и через 2 года превратит в самую радикальную картину мировой живописи. Черный квадрат на белом фоне. Сам Малевич рассказывал, что когда он писал эту картину, перед его глазами проходили молнии, а сам образ возник у него после того, как он увидел идущего по огромному заснеженному полю гимназиста с черным ранцем на спине. Это снежное поле показалось Малевичу настоящей пустыней. Образ, который Малевич будет часто использовать в своих теоретических и философских работах. Белый цвет снега станет главным цветом супрематизма, обязательным фоном для всех беспредметных композиций. Он для художника означал космическое, совершенное, бесконечное, знак чистоты человеческой творческой жизни. Малевич был замечательным выдумщиком и мифотворцем. История с гимназистом, конечно, могла быть им выдумана. Скорее всего, мы здесь имеем дело с мистификацией, одной из тех мистификаций, которые сопровождали всю его жизнь. Даже в декабре 1915 года на исторической выставке 010, где была миру явлена икона нового времени «Черный квадрат», Малевич не мог не поиздеваться над зрителями, снабдив картины следующими названиями. «Живописный реализм крестьянки» в 2 измерениях, «Живописный реализм мальчика с ранцем», «Живописный реализм футболиста», «Красочные массы» в 4 измерении, «Автопортрет» в 2 измерениях и просто «Дама». Конечно же, никакого отношения к этим картинам подписи не имели, а имело отношение одно слово «супрематизм», которое ввел Малевич для обозначения своего направления в искусстве. Супрематизм от слова «супремус» — господствующий, главенствующий, означал для Малевича господство цвета над другими элементами живописного искусства. Основное его свойство и отличие от других направлений заключается в том, что геометрическая плоскость, будь то четырехугольник, треугольник, круг, крест, эллипс, ромб и другие удлиненные формы, должны быть просты, строго очерчены в своих границах и выкрашены в один цвет. Что Малевич делает с изобразительным искусством? Он берет и из изобразительного искусства убирает его изобразительность. Это, собственно, и есть беспредметное искусство. Искусство, где ничего не изображено. Искусство, которое изображает само себя, как погасший экран телевизора, нам ничего не изображает, а только показывает сам телевизор. Но весь предметный мир, от которого Малевич очистил искусство, он не исчез в никуда. Он точно так же вывалился в выставочное пространство, в пространство музеев, но уже в виде реального предмета, в виде того, что в искусстве 20 века называлось ready-made. В основании своей пластической вселенной Казимир Малевич положил 3 формы – квадрата, круга и креста.
и делил супрематизм на 3 стадии по числу квадратов. Черный квадрат, или, как называл его художник, абсолютный нуль форм, обозначал черно-белую стадию, на которой художник по-новому решал вопрос формы, исследовал отношение простых геометрических форм на плоскости холста. Красный квадрат был знаком цветного супрематизма, где основным является вопрос сочетания цветов на обязательном белом фоне. А в белом супрематизме цвет совсем исчезает. Остаются только взаимоотношения фактур. Еще одним отличием супрематизма является доминирование 3 основных красок – белого, красного и черного. Изучение этих гармоний, согласование этих контрастов дало корни современному дизайну. Малевич считал старую живопись раскрашенной фотографией и полностью изгнал видимый мир из картины. Он писал: «Жутко и мне было расстаться с миром образным, в котором жил и который воспроизводил и принимал за действительность бытия. Но чувство легкости тянуло меня и довело до полной пустыни. Но пустыня только потому казалась пустыней и обществу, и критики, что привыкли узнавать молоко только в бутылке. И когда искусство показало ощущения как таковые, обнаженные, то их не узнали». Они принимали бутылку с молоком за образ молочный, но не голый квадрат в белом обрамлении был выставлен мною, но только ощущение пустыни. Малевич говорил, что живопись, как и музыка, должна быть свободна от идеологических, религиозных и утилитарных целей. Он замкнул живопись на самой себе, ввел ее в состояние аутизма. По иронии судьбы, почти через 100 лет в Москве будет построена школа для аутичных детей, в котором детей, замкнутых на своем внутреннем мире, будут выводить из состояния аутизма с помощью супрематизма, путем создания привлекательной внешней среды. Малевич, он с искусством совершил настоящее чудо. В чем его суть? Дело в том, что изобразительное искусство, оно называется изобразительным, потому что оно всегда что-то изображает. То есть, вот если на холсте вот даже что-то элементарно там нарисовано, я не знаю,
корова какая-то, хвост коровы, то здесь есть только краска. То есть кадмий красный. А корова и ее хвост находятся совершенно в другом месте. И только есть одно изображение на свете, которое нужно считать ожившим произведением. Это черный квадрат. То есть когда ты видишь квадрат, ты не можешь сказать, изображением чего он является. Он изображение сам себя. Он до атома совпадает сам собой. В отличие от любого другого изображения. То есть здесь вот берешь атом квадрата, и он изображает атом квадрата. А все остальное находится в другом месте. Вот Малевич сделал такое чудо с искусством, после которого художникам, то есть еще много столетий, наверное, пройдет или лет, прежде чем художники опять смогут от беспредметной живописи вернуться к предметной. В 1918 году Малевич неожиданно дает обет молчания и оставляет живопись на долгие 10 лет. После того, как в его белых холстах исчез цвет, художник выставил на всеобщее обозрение пустой загрунтованный белым холст, супрематическое зеркало. Объявил смерть живописи, сломал кисти, сжег палитру, краски раздал друзьям и уехал в провинциальный Витебск. Там было художественное училище. Вокруг Малевича быстро собралась жаждущая новых форм молодежь. Группу своих последователей он назвал «Уновис» – утвердители нового искусства. В Витебске Малевич увлекается астрономией. Он изобретает висячие дома, планеты, мечтает о летающих космических колониях. Само понятие «спутник Земли», означающее межпланетный летательный аппарат, впервые было использовано Малевичем. При исследовании обнаружил, пишет художник, что в супрематизме лежит идея новой машины, то есть нового бесколесного, беспаробензинного двигателя. Каждое построенное супрематическое тело будет включено в природо-естественную организацию и образует собой нового спутника. Нужно найти только взаимоотношения между двумя телами, бегущими в пространстве, Земля и Луна. Между ними может быть построен новый спутник, супрематический, который будет двигаться по орбите, образуя новый путь. Ученики и ученицы Малевича боготворили, как символ супрематической веры носили на рукавах нашивку с черным квадратом. И все они предавались такому же мистическому созерцанию глубин Вселенной. Все они выходили из обычного пространства своей живописи и свято верили, что открывают новое. В провинциальном Витебске художник создает цикл важнейших теоретических трудов о супрематизме. Главной темой его исследовательской работы становится создание науки об искусстве, теории прибавочного элемента в живописи. Малевич считал, что направления в живописном искусстве сменяются не случайно. Изменение пространства картины происходит благодаря внедрению в него нового прибавочного элемента, принципиально нового отношения прямой и кривой линии. И вот этот ген, эту первоформу, этот прибавочный элемент Малевич с учениками искал в 5 направлениях живописи: импрессионизме, сезонизме, футуризме, кубизме и супрематизме. В 1924 году в Венеции должна была состояться 14-я международная выставка произведений искусства. Организаторы выставки были особенно заинтересованы в показе новых работ художников из Советской России. Малевич также получил приглашение к участию в выставке, но так как он в тот момент живописью не занимался, то 3 работы для итальянской выставки «Квадрат», «Круг» и «Крест» были написаны его учениками, а Малевич только подписал их. Так возник второй черный квадрат. Если первый квадрат попал волею судеб в Третьяковскую галерею, то второй квадрат украсил собрание Русского музея. Многие работы учеников Малевича также находятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея. Это не только живописные произведения, но и архитектонные, модели будущих грандиозных зданий, фарфор, текстиль и полиграфия.
Можно с уверенностью сказать, что благодаря деятельности школы Малевича супрематизм стал стилеобразующим началом XX века, а его автор – одним из отцов современного мирового дизайна и архитектуры. Малевич загнал искусство в такую ловушку, из которого ему еще выбираться и выбираться. Суть этой ловушки состоит в следующем. Он отверг все искусство, которое было до него, от дикаря до академика, как он выражался. То есть искусство там за 40 тысяч лет его развития. И теперь все, кто продолжают отвергать это искусство от дикаря до академика, они, собственно, оказываются учениками Малевича. В этом смысле у искусства просто оказалось нету выхода. То есть, если ты начинаешь что-то новое создавать, ты просто такое гиперновое, агрессивно новое, ты просто оказываешься жалким учеником. Ты просто следуешь тем рецептам, которые еще 100 лет назад, почти 100 лет назад уже были четко сформулированы, создавая новое. И в этом смысле ты уже не способен создать ничего действительно нового. Потому что ты действуешь по правилам, тебе заданы очень, очень суровые, жесткие правила. Разрушай все, что было до тебя, не следуй никаким рекомендациям. Так это и есть самая жесткая рекомендация. Все предыдущие рекомендации, которые были в истории искусства, например, там, перспективы, еще что-то, это детский лепет по сравнению с вот этим требованием. Потому что это такое жесткое требование, от которого просто никто не может избавиться. В 1924 году Малевич становится директором Государственного института художественной культуры ГИНХУКа, где разрабатывает с учениками проблемы современной архитектуры. Это были те же супрематические идеи, но уже в 3 измерениях. Модели архитектуры будущего, архитектоны, по мысли создателя, могли служить реальными проектами супрематического ордера, нового большого стиля, способного охватить все сферы духовной и материальной жизни человечества. По политическому доносу в конце 1926 года ГИНХУК был закрыт, а все сотрудники разогнаны. Весной 1927 года в Берлине ждали Казимира Малевича. Получив разрешение за свой счет выехать за границу и визу в Польшу и Германию, Малевич взял с собой большинство своих картин, весь рукописный архив и 22 таблицы по теории прибавочного элемента. Это была первая и последняя заграничная поездка художника. После успешного посещения Варшавы Малевич прибыл в Берлин. Немцы устроили ему персональную выставку, которая должна была длиться полгода. Далее художника ждал Париж и Нью-Йорк. В Берлине Малевич получает возможность показать свои таблицы по теории прибавочного элемента и издать на немецком языке свой фундаментальный труд «Мир как беспредметность». Из Берлина Малевич писал ученикам: «Немцы меня встретили, лучше не придумаешь. Я страшно хотел бы, чтобы вы посмотрели все, какое ко мне отношение уже в другом государстве. Я думаю, что еще ни одному художнику не было оказано такого гостеприимства. С мнением моих считается как с аксиомой. Одним словом, слава льется, как дворникам улицам идется». Во время одного из банкетов его честь ему передали письмо из СССР, где ему предписывалось в 24 часа покинуть Германию и вернуться на родину. Малевич немедленно собирается домой, оставляя в Германии все картины, свой рукописный архив и завещание. В случае смерти моей или безвыходного тюремного заключения, и в случае, если владелец сих рукописей пожелает их издать, то для этого их нужно изучить и тогда перевести на иной язык, ибо, находясь в свое время под революционным влиянием, могут быть сильные противоречия с той формой защиты искусства, которая есть у меня сейчас, то есть 1927 года. И эти положения считать настоящими. 30 мая 1927 года. Берлин.
Малевич еще надеется вернуться и продолжить свое триумфальное турне, но путь из страны будет для него навсегда закрыт. По возвращении на родину его арестовывают, объявляют немецким шпионом, и только старания высокопоставленных друзей помогают ему выйти на свободу. Ему предлагают даже в связи с 50-летием устроить персональную выставку в Третьяковской галерее. Но картина-то в Германии. И тогда Малевич на своей подмосковной даче в Немчиновке за 3 летних месяца воссоздает заново всю свою творческую биографию. Он выплескивает на холсты энергию, накопленную за 10 лет молчания. Он применил свою теорию прибавочного элемента и создал картины во всех направлениях, которые изучал, причем такого высокого класса, что впоследствии эти картины вызывали у сторонников реализма вздохи на тему: какой хороший был ранний Малевич, и как его погубил супрематизм. Кроме того, он открывает новое направление – постсупрематизм, или, как называл его сам Малевич, супрематизм в рамках человеческой фигуры, где изображены люди без лиц, призванные выразить современное ощущение художника. Образы безликих крестьян исполнены пронзительного трагизма. На обороте одной из картин Малевич напишет: композиция сложилась из элементов ощущения пустоты, одиночества, безысходности жизни. 1913 год. Кунцево. Все картины он датирует ранними датами, до создания «Черного квадрата», чем вводит в заблуждение искусствоведов всего мира почти на 70 лет. Тогда же Малевич нарисовал свой третий «Черный квадрат». Выставка в Третьяковской галерее прошла успешно. Мистификация удалась. Тот, кто думает, что то, чем занимался Малевич, имеет какое-то отношение к вопросам цветопластической гармонии, цветовых соотношений, глубоко заблуждается. Малевичу подобная терминология была не просто чужда, она была ему ненавистна. Он считал, что он работает с физической реальностью, с распределением веса, с распределением реальных сил. И если правильно сконструировать супрематический объект, то вокруг него возникнет невесомость. То есть будут нарушены физические законы, перестанет существовать гравитация, и этот объект сможет свободно перемещаться в космическом пространстве. Малевичу принадлежит такая фраза, что «я ступень». Думать, что он представлял себя ступенькой в лестнице развития истории искусства, конечно, неверно. Он считал, что все искусство состоит из 2 ступеней. Первая, которая существовала от дикаря до академика, все изобразительное и предметное искусство, и он. Вторая и последняя ступень, беспредметное искусство, никакая третья ступень в этой отсутствующей лестнице не подразумевается. Фактически Малевич является иллюстрацией тезиса Гегеля о смерти искусства, о том, что изобразительному искусству наступает конец, и на его место приходит что-то совершенно другое. Осенью 1930 года Малевича снова арестовывают. Он проводит 3 месяца в тюрьме, и после выхода на свободу на его картинах появляются лица и настоящие даты. Малевич создает ряд великолепных портретов
который представляет собой синтез традиций супрематизма, русской иконы и эпохи Возрождения. Вместо подписи на всех картинах художник рисует черный квадрат. Чтобы окончательно утвердить свою супрематическую веру, смертельно больной художник пишет завещание, где просит похоронить себя в крестообразном гробу с широко распростертыми в сторону руками по оригинальному супрематическому обряду в чистом поле под высоким дубом. Перед смертью он сказал: «Передайте директору Третьяковской галереи, что «Черный квадрат» — это лучшая картина в Третьяковской галерее». О материальном разделе имущества между родственниками в завещании не было сказано ни слова, да и делить было нечего. Главное внимание уделялось художественной стороне похорон. Несмотря на то, что по идеологическим соображениям завещание было выполнено не полностью, супрематические похороны поразили воображение современников. На гражданской панихиде вместо Шопена в 4 руки играли авангардную музыку, а свои заумные стихи на смерти художника читал Даниил Хармс. Казимир Малевич является основателем беспредметного искусства. Попытки сегодня найти какие-либо предметы, которые принадлежали бы ему, чтобы создать его музей, не увенчались успехом. После Малевича не осталось ни одного предмета. Он был похоронен в чистом поле, под высоким дубом, под Москвой, в дачном поселке Немчиновка. В этот дуб во время войны попала молния, дуб сгорел, поле перепахали, и могила была утрачена. В году на опушке леса рядом с этим полем поставили памятный знак — белый куб с красным квадратом. Но от самого Казимира Малевича под надгробным памятником нет ничего. Воистину после этого поверишь в идею о беспредметности мира. Уважаемые пассажиры, заказал... В 1994 году из Самары приехал один из родственников Казимира Малевича. Его путь лежал в Третьяковскую галерею. Он представил в отдел экспертизы Третьяковской галереи «Черный квадрат», 4-й по счету. Экспертная оценка определила подлинность произведения Малевича, и совсем недавно этот 4-й «Черный квадрат» был приобретен за $1 миллион и передан в Государственный Эрмитаж.